Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня в очередной раз встречаемся в прямом эфире, чтобы поговорить о тех вопросах, которые беспокоят население республики. Конечно, хотелось бы, пользуясь случаем, всех уже поздравить со всеми наступившими праздниками, с Новым годом, пожелать всего самого хорошего. Много мне вот сегодня уже люди писали, чтобы я вкратце рассказал, как у нас обстоит ситуация сейчас с проблемой, которая всех нас волновала весь 2020 год и, к сожалению, не отходит пока еще в 2021 году. Это, конечно же, коронавирус. Хочу сказать, что ситуация, конечно же, она улучшается, стабилизируется. Если еще месяц назад у нас было там под 200 больных каждый день, за 200, то сейчас вот последние данные, где-то мы стабилизировались на уровне 150 вот по последней неделе. К сожалению, есть несколько районов, где чуть-чуть заболеваемость выросла после новогодних праздников, но в целом в большинстве, в том числе по городу Якутску, идет уверенное снижение. Если раньше Якут занимал там 60-70% заболевших, то сейчас это уже около 30% общего количества заболевших, то есть примерно столько, сколько у нас население, на самом деле, вот население республики живет в Якутске. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация будет дальше сохраняться, то есть постепенного спада заболеваемости. Но для этого, во-первых, надо нам все-таки вот эти меры ограничительные, которых осталось достаточно мало, точнее их почти не осталось, это в основном у нас масочный режим, социальное дистанцирование, сохранять, его соблюдать. Ну и, конечно же, мы очень надеемся, что вот вакцинация, которая сейчас началась, она приведет к хорошим результатам, и у нас такая так называемая иммунная прослойка серьезная возникнет. Вот. Вот пошли разные вопросы. Вот пишут, что вот холодно, поэтому все и стабилизировалось. На самом деле это тоже фактор, потому что сейчас погода холодная, дети у нас в основном по республике не учатся, актированные дни, ну и люди, конечно же, поменьше ходят уже по разным общественным местам. В результате этого тоже, конечно, влияет на улучшение ситуации. Поэтому я считаю, что и погода нам здесь помогает. Спрашивают люди, с хроническими болезнями могут ли получать прививку. На самом деле по прививке есть очень такой ограниченный круг отводов. Врач вам в любом случае это скажет. Но в целом хочу сказать, что при вакцинировании сейчас практически, ну вот насколько я знаю, беременным нельзя, всем остальным это в принципе, если нет таких особо каких-то тяжелых болезней, то это прививка может быть поставлена. Вот. Вот спрашивают, сколько у нас прививки, что и как. Хочу сказать, что в республику на сегодняшний день уже поступило свыше 27 тысяч доз вакцины. В первую очередь это спутник Ви, ну и порядка 1200 это Эпивак Корона. Сейчас это уже по ряду районов поступило. В ряде районов уже начали вакцинирование. В городе Якутске начали. Но сейчас, конечно, мы будем от новых партий отправлять уже во все районы республики, чтобы во всех районах республики в установленном порядке вакцинирование началось. Сейчас, в первую очередь, конечно же, мы прививаем медиков, учителей, сотрудников правоохранительных органов. Но в целом хочу сказать, что так как сейчас мы видим достаточно такое уже серьезное поступление вакцины в республику, мы уже в ближайшее время начнем уже и по желанию людей вакцинировать. Я считаю, что здесь тоже мы людям должны навстречу идти. В основном вакцинирование у нас пойдет, как и в целом по стране, спутник Ви, потому что вот Эпивак Корона пока 1200 только поступило, ну и пока это производство развернется, все-таки некоторое время пройдет. По спутник Ви уже поступления, еще раз хочу сказать, большие. Так? И так как ограничений нет, сейчас уже можно ставить и пожилым людям. Считаю, что здесь нам надо работу всем проводить. Вот сегодня я как раз проводил видеоконференцию с главами районов, городских округов, и такие поручения дал, чтобы на местах со всеми мерами безопасности соответствующая работа была проведена, чтобы люди могли в безопасной обстановке эту прививку получить. Так, спрашивают, вакцинация от ковида добровольная ли? Да, вакцинация от ковида добровольная.
Вместе с тем есть список профессий, которым вакцинация нужна обязательно. Если этой вакцинации не будет, то могут принять решение об отстранении от работы. Это вот как раз по здравоохранению, по образованию, по правоохранительным органам. В законе это все прописано. Но в целом, еще раз хочу сказать, что здесь никто силой никого заставлять не будет. Человек имеет право отказаться. Вот. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, таких случаев у нас нет. Все люди получают, и вот более того, запись такая достаточно активная идет для того, чтобы и другие группы населения активно эту вакцину получали. Потому что понятно, что в любом случае, конечно же, лучше получить эту вакцину, нежели чем подвергать свою жизнь, как часто, к сожалению, бывает, смертельной опасности. Здесь много тоже говорят, что вот по всему миру, как это идет, к чему мы придем, будет ли третья волна. К сожалению, конечно, в мире ситуация не улучшается, а даже, я бы сказал, ухудшается. За прошедшую неделю, например, я вот сегодня читал пик смертей, почти 100 тысяч смертей за неделю зафиксировано. Страшная огромная цифра. В Северной Америке идет рост, в Южной Америке рост. В Европе рост не такой значительный, но он все равно имеет место быть так. И, конечно же, вот эти цифры, они пугают. В одной Америке там уже, по-моему, чуть ли уже не 500 000 человек погибло от этой болезни. И, конечно же, вот даже несмотря на то, что у нас сейчас ситуация вроде бы улучшается, но понимаем, что скоро будет весна. В феврале-марте у нас в республике всегда сезонное такое идет ухудшение ситуации по не по коронавирусу, а по ОРВИ, по гриппу. И вот этот сезонный всплеск ОРВИ и гриппа, как раз наложенный на ковид, конечно же, по мнению эпидемиологов, может дать нам третью волну. И к ним надо быть готовым. И вот как раз самое эффективное сейчас противоядие против этой третьей волны – это вот как раз максимальное вакцинирование населения. Так, давайте вот сразу по всем вопросам по ковиду вроде бы прошло. Вот опять вот здесь вопросы пошли по ограничительным мерам. Спрашивают, когда разрешат работу секциям по плаванию для детей. Ну и заодно мое здоровье спросили. Так, по секциям по плаванию для детей пока они у нас под ограничением, потому что в бассейнах сейчас проводятся тренировочные процессы, есть массовое плавание. Так, вместе с тем вот занятия для детей специализированные, они могут начаться попозже только, когда мы снимем ограничения в части, касающиеся вот социального дистанцирования, пропускного режима в наших бассейнах. К сожалению, вот сегодняшний режим не позволяет тренировочный именно процесс для детских групп начать. Здесь я прошу с пониманием отнестись. Надеюсь, скоро мы сможем и это разрешить. Был также вопрос, вот сейчас тоже здесь промелькнул, по детским центрам. Мы обсуждали этот вопрос с руководством оперативного штаба, с Роспотребнадзором. Посмотрим, если вот ситуация у нас будет такая достаточно контролируемая, стабильная, то, наверное, с 1 февраля мы работу по детским центрам, опять же, с соблюдением ограничительных мер, неполным заполнением и так далее, уже сможем тоже начать. Это вот одно из последних таких ограничений для учреждений, которые у нас в республике еще остается. Так, спрашивают про регулирование цен на фрукты и овощи в республике, очень завышенные цены. Мне сегодня тоже про это люди писали, что кто у нас в районах занимается регулированием. На самом деле сейчас, вот когда в прошлом году был такой определенный всплеск цен на овощи и фрукты, по моему поручению они были включены в список социально значимых продовольственных товаров, овощи и фрукты, и сейчас они контролируются муниципальными органами. Вот. Вы, если видите серьезное завышение, можете туда писать для того, чтобы они проверили торговую надбавку. Торговая надбавка, она контролируется. Вот. Можете также, и в случае, если муниципальные органы власти не реагируют, можете жаловаться в прокуратуру. Вот как раз случаи завышения цен, в том числе вот на овощи, фрукты, они являются основанием для проведения проверок в случае, и наложения определенных уже штрафов, привлечения к ответственности в случае их выявления. Так. Спрашивают про ИФА-анализы, почему они платные.
Ну, и ИФА, и ПЦР-анализы у нас в республике, они бесплатны по направлению врача, по направлению Роспотребнадзора, если у человека есть подозрение на ковид. В случае, если человек сдает эти анализы сам для каких-то своих потребностей, то во многих случаях они платные. Так, тут надо тоже понимать. Все и вся бесплатным, конечно, мы тоже сделать нам сложно. Так, это далеко не дешевые анализы, особенно вот ИФА. Вот. Но в целом, еще раз говорю, там, где есть необходимость, там, где есть назначение врача, Роспотребнадзора представление, они делаются бесплатно. Так. Вот опять пришел вопрос про мое здоровье. Но мое здоровье абсолютно нормальное. Вот сегодня как раз сдавал анализы, и ПЦР отрицательный, и антител у меня никаких нет. Не образовано, не вновь какие образовавшиеся, не этих, которые после болезни перенесенные возникают. Так. Можете прокомментировать по ситуации по повышению тарифов на капремонт в многоквартирных домах, написал Руслан Басыгысов. Здесь надо понять, в чем именно вопрос. Потому что тарифы, да, они определенным образом повышаются. Так, у нас по капремонту, кстати говоря, в республике они одни из самых низких на Дальнем Востоке и в стране в целом даже, так, по крайней мере, по городу. Вот. Определенная нехватка средств по нему есть, но там резкого повышения тарифов у нас такого не было. Вот. И я попрошу, Руслана, если что, вы прямо мне мессенджер напишите, я отдельно посмотрю. Так, спрашивают, вы купались ли в этом году на крещение? Официально у нас крещенские проруби в этом году по решению епархии были, не делались, так как все-таки ограничительные меры у нас по эпидситуации существовали. Но кто хотел, для тех, конечно, с соблюдением всех норм определенные купели, работали, я тоже окунулся, да. Ездил на водоканал. Так. Спрашивают про первый подъезд дома на Халтурина 7/2. Нет почтовых ящиков, доски объявлений. Решите этот вопрос. Это вопрос точно не главы республики. Я попрошу, чтобы Евгений Николаевич Григорьев, он наверняка эфир тоже смотрит, принял меры, дал поручение. Это на самом деле вопрос местного самоуправления. Я уверен, что будет решено. Почему у нас мало теплых остановок? Теплых остановок у нас должно быть больше. Это понятно. Вот в городе мы начали их в свое время делать. Сейчас немножко процесс был не то что приостановлен, делались, но не так много, как раньше. Я думаю, что это надо сейчас ускорить. И, конечно же, вот как раз зима в этом году холодная. Давно такой зимы не было. Так, и вот понимание необходимости теплых остановок, конечно же, оно у всех у нас присутствует. И вот я считаю, что здесь, конечно же, властям наших городов, не только Якутска, но и других, и поселков, надо вот над этим думать. Теплые остановки в наших условиях абсолютно необходимы. Спрашивают, насколько по больницам, как заполняемость по ковиду. Мы очень значительно снизили количество ковидных коек. У нас в самый максимум было 3100. Сейчас их немногим более 2000. При этом мы еще будем их сокращать. А заполняемость их порядка 40%, ниже 40%. То есть у нас сейчас никаких проблем с наплывом больных ни в одном районе не наблюдается. Есть определенная такая напряженность по Вилюйскому району, так, но она тоже под контролем у нас в целом у Министерства здравоохранения находится. Так, 70 лет Победы написали, без света сидят ветераны. Я прошу здесь Минжикха посмотреть. Если свет ушел, то надо, конечно, в условиях сейчас холодов срочно принимать решения, но если там какие-то другие вопросы, надо с городом посмотреть. Так, спрашивают про газ в Сайсарах. Так, здесь опять же рабочие моменты. Уверен, что здесь и власти города вместе с Ахатраснефтегазом, конечно же, решения должны принимать. Постепенно это все
будет делаться. Вот. Что думаете насчет видео Навального «Дворец для Путина»? Ну, чистой воды фейк, как и большинство видео, которые господин Навальный любит распространять. Так, почему так много информации о вакцинации и какая правдивая? Ну, хочу сказать, что, конечно же, мы должны людей оповещать о вакцинации, потому что я считаю, что это самая главная возможность для того, чтобы сейчас вот эту коронавирусную эпидемию сбить и вообще ее на ноль свести. Только вот как раз массовая вакцинация способна это сделать. Очень хорошо, что наша страна показала, что она находится в мировых лидерах в этой части фармацевтики. Мы первыми зарегистрировали эффективную, признанную уже многими странами вакцину. И, конечно же, население страны должно этой вакциной воспользоваться. Я считаю, что это очень большое достижение в целом нашего российского государства. Вот. И, конечно же, я всех призываю вакцинироваться. Это очень правильный, очень верный подход. Вот, я сам тоже собираюсь вакцинирование пройти в ближайшие дни. Ну, сейчас уже раньше как-то и вакцины было мало. В первую очередь врачи должны были получать, вот, учителя. Сейчас уже и достаточно много в республике, так что на следующей неделе я ее тоже получу. Так, когда начнется газификация в микрорайоне Марха? Ну, в Мархе достаточно большая газификация проведена. Конечно, в части Мархи еще не газифицирована, но здесь по порядку, я думаю, что работа будет идти. И как раз сейчас руководство города, и опять же, вот вместе с Сахатранснефтегазом такую программу газификации пригородов, в первую очередь города Якутска, они должны сделать и реализовать. Так, спрашивают про Ленский мост. Берников что делает? Ну, пишут дальнобойщики, так. Хочу сказать, что по Ленскому мосту у нас все идет по плану. В этот год у нас реально, мы уверены, что начнется уже подготовительные работы, уже стройка по первому этапу. В этом году мы должны уже окончательно получить госэкспертизу в целом на мост. Сейчас в ближайшие месяц должен пройти научно-технический совет, который на уровне Российской Федерации, который рассмотрит все нюансы моста, потому что и мы попросили, и есть также и вопросы у наших специалистов больших в области мостостроительства, для того, чтобы все вот нюансы, особенности, которые были после острова Русский, когда мост на остров Русский был закрыт из-за ледяного дождя, чтобы это все вот нюансы были учтены в проекте моста. Ну, как говорят проектанты, все учтено, но вот на научно-техническом совете как раз ученые, ведущие страны, специалисты, инженеры посмотрят и свое заключение окончательное дадут. Мы за то, чтобы мост, который будет построен здесь, у нас под Якутском, конечно же, был лучшим мостом, тем более в таких непростых условиях в мире даже таких мостов, наверное, почти что и нет. Соответственно, все нюансы, все должно быть именно уже на стадии проекта учтено. Так. Спрашивают вот про людей, аварийщиков, у которых собственники, которые купили квартиры в ветхом аварийном доме. Сейчас из-за изменений жилищного кодекса, конечно же, у многих из них есть серьезные проблемы, потому что им возмещается только стоимость, которую они заплатили за квартиру. Хочу сказать, что недавно я этот вопрос поднимал перед Хуснуллиным, вице-премьером российского правительства, и Файзуллиным, министром строительства России. В принципе, подход, он обоснованный, они согласились с нашим подходом, что, конечно же, людей, для которых это является единственным жильем, людей, которых уровень доходов которых не позволяет претендовать там ни на какую социальную даже ипотеку, конечно, мы должны поддерживать. Но другой вопрос, что это должны быть, опять же, подготовлены определенные решения на уровне Российской Федерации. Мы надеемся, что такие решения будут приняты. Так, спрашивают про вот связь прошло, так,
в Оленёкском улусе связи нету, так. Ну, связано, наверное, с какой-то аварией, так. Я попрошу, чтобы здесь тоже разобрались и по возможности в ближайшее время вопрос был решен. Так. Так, очень быстро вопросы все бегут. Про Алдан пишут, про детей-сирот, про дома. Так, ну, здесь я попрошу Минстрой тоже посмотреть. Есть жалобы, так. Конечно же, жалоба должна обязательно быть рассмотрена, в особенности, когда это касается детей-сирот. Это та группа населения, которую, конечно, никоим образом обижать нельзя. Так, вот пишут, что новый детсад в аварийном состоянии. Я вот не очень понял, где этот детсад, про какой идет речь. Когда начнется очная форма обучения в колледжах? На сегодняшний день ситуация пока не позволяет вот по колледжам такую учебу очную уже начинать, и по вузам тоже, кстати. Но мы надеемся, что вот в том числе и вакцинация все-таки позволит нам где-то уже в марте постепенно это просто начать решать. Так, в Инстаграме видели конкурс рисунков главы. Что вы об этом думаете? Так, ну, слышал я про это. Мне мои помощники говорили, что такой конкурс проходится. Ну, интересно, надо будет посмотреть, какие рисунки есть. Так. Как будет проводиться традиционный промысел малочисленных народов Арктики в связи с введением сроков охоты и рыбалки? Я не очень понял суть вопроса. Так, сегодня уже существуют определенные сроки охоты и рыбалки. Единственное, что, конечно же, там был вопрос, я читал, мне люди тоже писали по срокам охоты на дикого оленя. Мы обязательно вопрос в целом по Арктике, по вот срокам охоты, рыбалки в них обязательно посмотрим, потому что, конечно же, если для многих это просто является определенным там хобби, развлечением, так, то для тех людей, которые там живут, это на самом деле способ выживания, способ проживания. Так, спрашивают про Кальвица, когда построят школу, дом культуры. Ну, по Кальвице сейчас надо все работы по переселению села окончательно закончить, так, ну и потом уже и соцобъекты, конечно, тоже должны будут строиться. Спрашивают про день оленевода в Венгрии будет, не будет. Все вот вопросы по проведению тех или иных мероприятий будут рассматриваться в зависимости от эпидситуации. Я сегодня как раз тоже на одном из совещаний с главами республики, районов республики, говорил о том, что очень много сейчас поступает заявок на согласование проведения тех или иных чемпионатов у нас в районах. Соревнования по национальным видам спорта, по олимпийским видам спорта с участием сотен людей. Но при этом понятно, что сейчас, наверное, пока еще рано такие большие соревнования проводить, понимая, что гарантировать безопасность и участников, и тренеров, там, судей, ну, очень сложно. Вот. А это ответственность как раз глав районов, глав городов. В ситуации, когда мы увидим, что все улучшается, конечно же, эти мероприятия можно проводить. Так, жалуются на авиакомпанию Якутии, отменили и переносят рейсы. Ну, здесь я хочу сказать, что все-таки переносы рейсов у Якутии, последние, вот, которые недели проходят, они все связаны с тем, что очень низкая температура. И при температурах ниже 50 градусов Boeing 737-800, 737-700, которые летают у компании Якутия, они не могут эксплуатироваться. Поэтому вот как раз принимается решение и об уходе на запасной рейс, и о переносах на несколько часов, порой там до полусуток, тех или иных рейсов. Поэтому надо отнестись с пониманием. Вот. Что касается рейсов на суперджетах, на бомбардье, они выполняются без особых задержек, так как все-таки там ограничительные у нас стоят температуры минус 54. Вот.
вместе с тем, конечно, вот ситуация по авиакомпании «Якутия» в целом по авиационному сообщению с населенными пунктами республики стоит на контроле постоянно правительства. Потому что, ну, кроме вот магистральных рейсов, да, например, на крупные города страны, у нас же есть и большое количество рейсов, которые выполняются в районные центры республики. И, конечно же, они должны тоже выполняться. Поэтому по полярникам тоже контроль такой достаточно серьезный и по компании «Алрос», авиакомпании «Алрос». Так, спрашивают, будут ли принимать участие в строительстве моста компании из Якутии. Сегодня мы ставим вопрос перед нашими партнерами, чтобы 30% строителей у нас по ряду специальностей были извне республики, 70% это чтобы в первую очередь использовались местные строительные ресурсы. Считаю, что это вполне такая достижимая цифра. Здесь работу правительства проводит. Так, спрашивают, почему в Ленском районе перестали вывозить мусор. Просят принять меры. Хочу сказать, что по мусору, опять же, вопрос находится на постоянном нашем контроле. И с этой точки зрения, вот по Ленску есть конфликт, как я понимаю, между оператором по западной группе районов, если я не ошибаюсь, это Миринское предприятие МПЖКХ, и вот той компанией, которая в Ленске является монополистом по вывозке мусора, по вывозу, по транспортировке. Вот. Ну, надеюсь, что они все-таки окончательно этот вопрос отрегулируют, но прошу Министерство ЖКХ принять меры от того, что там две компании между собой договориться не могут, люди не должны страдать. Так, спрашивают вот почему в Ленске нет общественного транспорта. Но это в первую очередь вопрос как раз к муниципальным властям, и районным, и городским, потому что это полностью их полномочия. Так, спрашивают про приюты для животных для соблюдения закона о гуманном отношении и невыпуске животных. Ну, я не очень понял, в чем вопрос. В принципе, они у нас уже такие пункты по крайней мере, в Якутске есть, так и в других населенных пунктах тоже они появляются. Конечно, там до совершенства далеко, но я уверен, что постепенно этот вопрос отрегулируется. Но, конечно, органы местного самоуправления надо этому больше внимания уделять. Потому что, вот, если говорить по Якутску, конечно, собак у нас на улицах стало гораздо больше, чем раньше. Так. Вот как раз пишут про собак, что их очень много. Так. Пишут про изобретательную активность, что в Якутии очень большая по данным Роспатента. Правда, дальнейший вопрос как бы закрылся. Спрашивают, да, вот спросили про взлетно-посадочную полосу, уже дважды спросила, как с ремонтом, спрашивает вот здесь зрители. По взлетно-посадочной полосе города Якутска вопрос тоже постоянно у нас обсуждается с федеральным правительством, объект федеральной стройки. В этом году должен был делаться пандус. К сожалению, пока вот федеральное предприятие ФГУАГа, агентство гражданских аэропортов, если не ошибаюсь, оно так называется, они пока все-таки, на мой взгляд, запаздывают с объявлением конкурсов. Вот, хотя проектно-сметная документация есть. Раньше были претензии у них к городу, что город не делает работы по водоотведению. Проектно-сметная документация с госэкспертизой у города сейчас имеется. Часть работ они осенью сделали. Ну и сейчас уже как только погодные условия позволят, город тоже будет работы эти проводить. Вот. Мы с городом на эту тему уже договорились по порядку финансирования, в том числе мы здесь им помощь окажем. Вот. Но вот у наших коллеги из федеральных ведомств как-то с вопросом этим очень не спеша, я бы так мягко сказал, работают. Считаю, что здесь, конечно, надо им убыстряться. Так, пишут про город Ленск, что уже год затягивается ремонт здания начальной школы номер 2, где учатся почти 500 школьников. Ремонта как такового нет, строительные материалы приобретены самые дешевые. Все молчат и боятся пожаловаться.
Ну, конечно, это очень некрасиво, если это вот все так и обстоит. Я попрошу Министерство образования республики, так, ну и Министерство строительства подключиться, рассмотреть, что там случилось, почему год идет ремонт начальной школы в городе Ленске. Кто виноват и когда все-таки вопрос будет решен и дети смогут в школу уже реально пойти. Так, пишут, что когда выплата начнется, компенсация обманутым дольщикам, деньги выделены, так говорят. Ну, это, наверное, касается вопросов, связанных с компанией ЧРФК. Там, на самом деле, да, решение уже принципиальное принято. Сейчас дольщики должны отработать с Дом РФ, предоставить свои документы. Там перечень, в принципе, известен. Если все нормально, то уже через банк-агент, их в республике у фонда обманутых дольщиков несколько, деньги уже будут выплачиваться. Я считаю, что здесь вот вопрос достаточно хорошо уже отработан, в том числе и правительством республики. И поэтому вот у нас количество проблемных домов, если в начале прошлого года составляло 17, то их уже сейчас 10. Так, 7 домов, вопрос за 2020 год уже решено. Так, когда начнется асфальтирование дороги Колыма в Татинском улусе? Ну, здесь надо понимать, что асфальтирование идет постепенно. Сейчас вот от Тюнгülü и дальше в сторону Чурапчи, потом от Чурапчи пойдет в сторону Татинского улуса. Здесь не надо бояться, что на какой-то стадии этот вопрос остановится. Решения принципиальные по Росавтодору приняты, и вот дальнейшее асфальтирование федеральных дорог на территории республики, оно будет продолжаться. И не только по дороге Колыма, но и по дорогам Вилюй и Лена. Более того, благодаря национальному проекту нашего президента Владимира Ильича Путина по безопасным, качественным автомобильным дорогам, мы все видим, как у нас очень активно вот по всей республике тоже дороги ремонтируются, реконструируются. Не только в городе Якутске, но и по нашим региональным дорогам. Вот за прошлый год рекордное количество дорог, почти 250 километров сделано. Это огромное достижение. Если, кто понимает, кто ездил по нашим дорогам, вот та же дорога Кобяй, которую 30 лет строили, за 2 года сделано больше, чем за предыдущие 28 лет. И дорога достроена. Так. Вот много достаточно жалоб по росту цен на жилье, в первую очередь по городу Якутску. Здесь же очень простое объяснение, я уже в одном из прямых эфиров говорил, это законы рынка. У нас, к сожалению, по городу Якутску за последние 2 года идет неуклонное снижение объемов стройки. Чем меньше жилья строится, тем, конечно, больше на него спрос. Тем более сейчас появилась еще 2% ипотека дальневосточная. И поэтому есть вот такой рост цен. Его можно остановить на самом деле только тем, что увеличить количество строящихся жилье. Вот. Мы на эту тему с руководством города разговаривали. В свое время и с Арданой Владимировной обсуждали подходы, как мы это будем реализовывать в 2021 году и последующем. Вот сейчас с Евгением Николаевичем Григорьевым это тоже вопрос обсуждали. Подходы у нас совпадают. Уверен, что в ближайшие все-таки годы мы через наращивание стройки здесь, в том числе по городу Якутску, проблему роста цен сможем решить. Так, спрашивают про земельные участки многодетным, мирным, либо замены выдачи на компенсацию или предоставление. Вот, и дальше опять вопрос уходит. Да, вопрос такой есть. Он, вот как раз я помню, Елена Ильича ко мне подходила, когда я был в Мирном. Соответствующим образом вопрос будет решаться, так же, как и на территории всей республики. Так? Потому что вопрос он понятный, важный. Ну и я считаю, что мы должны как раз в том числе и в Мирном, земельные участки подготавливать и тем, кто вот по закону, кому положено многодетным, это земельные участки предоставлять. Так. Какой-то перенос строительства у меня спросили. Я, честно говоря, не в курсе, что там хотели перенести вместо строительства и чего.
Так, здесь написали по ребенку-инвалиду, который учится в 10 классе 23-й школы, хотят перевести в 35-ю и начинают требовать прописку. Ну, я попрошу управление образования города и Министерство образования вопрос на контроль взять и ребенку помочь. Так, спрашивают, после 6 февраля ходят слухи, что СВФУ начнет учиться в очном режиме. Правда ли это? Это неправда. СВФУ в очном режиме начнет учиться, ну, и то по некоторым только категориям, наверное, где-то не раньше марта. Потому что для этого надо и вакцинацию провести, и подготовку провести. Ну, вопросов там достаточно много. Вот март это еще, я бы сказал, так оптимистично. Вот. А в феврале точно научное обучение СВФУ не перейдет. Так. Очень быстро вопросы идут. Много вопросов по газификации разных районов, так, коллеги. Но здесь надо понимать, что строительство газопроводов больших магистральных крайне затратный подход. Вот. И он, конечно, сегодня, в свое время это было все хорошо, когда газопроводы строились. Сейчас мы видим, что и сами газовики испытывают большие проблемы, так как у них тарифов не хватает, их просто содержать. Ну и, конечно, стоимость газа, конечно, она очень значительная. С этой точки зрения газификация надо проводить, это обязательно, так, тем более мы газовая республика, но газификацию, вот особенности по труднодоступным нашим населенным территориям, надо проводить, на наш взгляд, через СПГ, через сжиженный природный газ. Все технологии сейчас существуют в мире, достаточно безопасные, экономичные, простые в эксплуатации. И поэтому мною дано поручение в этом году уже начать работу по эксперименту, например, по качекацам, по переводу котельных на сжиженный природный газ. В случае успеха, я считаю, что вот тех же наших заречных улусах, вот, которые мне сейчас пишут, и Усть-Салданский, Татинский, в населенных пунктах, которые находятся в зоне круглогодичного транспортного обеспечения, вот как раз можно достаточно быстро и эффективно как раз газификацию через сжиженный природный газ сделать. Вот это будет и экономически выгодно, и экологически гораздо лучше. Ну и, конечно, это будет гораздо эффективнее в целом для наших предприятий, которые газификацией занимаются. Так, спрашивают про интернет в Арктике. Но на самом-то деле высокоскоростной интернет в Арктике у нас появился только сейчас, можно сказать, в 2020 году, когда у нас оптоволокно пришло в Оленек. Очень такая непростая задача стояла, но Ростелеком совместно вот с районом задачей справились. Сейчас оптоволокно оттуда пойдет дальше уже на Анабарский район, вплоть до Урюмхаи через Саскалах. Это вот западной части. В восточной части Якутии, конечно же, есть очень такие глобальные подходы. Первое – это через Уснеру выходить уже через Колымские районы до Черского с дальнейшим охватом Чукотки. Есть проект уже, который мы сейчас хотим в 2021 году начать реализовывать, выход оптоволокна, например, на Верхоянский улус. По всем ним Министерство цифрового развития республики активно отрабатывает с нашими операторами телекоммуникационными, в первую очередь с Ростелекомом, с другими крупными компаниями. Уверен, что решения будут найдены, так, и мы, конечно же, задачу обеспечения жителей Арктики высокоскоростным интернетом будем решать. Сейчас также прорабатывается вопрос, чтобы то оптоволокно, которое сейчас пойдет по Северному морскому пути, имело также возможность выхода на наши вот прибрежные населенные пункты, такие как, например, тот же Тикси. Вот. В общем, здесь работа идет, но, конечно же, надо понимать, что проекты это крайне дорогостоящие, но с учетом того, что во всей нашей Арктике живет 67 тысяч человек, а экономически это, конечно, абсолютно неокупаемо. Но именно с точки зрения
улучшение качества жизни людей, которые живут в очень непростых, сложных условиях в Арктике. Конечно, эти вещи надо обязательно решать. Так, вот Алекс Иванов, у меня же вот пару раз я уже видел, как вы видите национальную идею в Республике Саха-Якутия. Я про это всегда открыто говорю. Моя идея здесь очень простая. Смысл моей работы здесь как главы республики, чтобы люди в Якутии жили богато и счастливо. Так, когда появится в республике нефтеперерабатывающий завод? Я считаю, что нефтеперерабатывающий завод навряд ли нам надо здесь строить. Нам надо строить здесь газоперерабатывающий завод для того, чтобы как можно больше техники переводить на газомоторное топливо. Оно и дешевле будет, так, потому что у нас газа гораздо больше, чем нефть. Во-вторых, это и экологически лучше. Вот. Ну и, конечно, цены там будут совсем уже другие. И, конечно, у нас будет свой бензин, но он будет газовый, так, а не из нефти. Почему строительного подразделения Дом РФ нет в Якутске? Ну, потому что рынок Якутска, он, конечно, крайне маленький для таких крупных мегакомпаний, госкорпораций, как Дом РФ. Конечно же, они здесь хотят работать, они здесь работают, но открывать здесь отдельные строительные подразделения, это пока не наш рынок, он по меркам России, конечно, он очень маленький. Так, будут ли субсидированные билеты? Вот тут несколько вопросов проскочило и по внутри региона, и что там Путин решил. Ну, благодаря решению президента сейчас субсидированные билеты будут на Москву и Санкт-Петербург не только для молодежи до 23 лет или вот старшего нашего уже населения, от 55 женщин и 60 мужчин, как это было раньше, а вообще для всех. На рейсах будет до 10%, не менее 10% на эти вещи выделяться в эконом-классах. Стоимость, например, из Мирного на Москву и Санкт-Петербург 8700, если я не ошибаюсь, 8200, из Нерингри чуть больше 9000, по-моему, так, а из Якутска 9200. Вот. Такие цены Москва, Санкт-Петербург будут из Мирного и из Якутска, ну и из Нерингрина будут на Москву субсидироваться, и из Удачного на Москву тоже будут субсидироваться. Так, когда республика будет недотационным регионом? Ну, когда мы будем иметь достаточно много налогов для того, чтобы не получать дотации из федерального бюджета. Пока нам до этого еще далеко. Так. Опять вопрос по обманутым дольщикам, коллеги. Я еще раз хочу сказать, что по обманутым дольщикам решение по компании ЧРФК принято. Сейчас надо отработать с Дом РФ по предоставлению документов с фондом обманутых дольщиков и уже через банк-агент Дом РФ здесь в Якутске получить деньги. Так, спрашивают про налоги на электромобили. Ну, если вы считаете, что эта проблема такая серьезная, ну, надо ее рассмотреть. Так, но у нас, по-моему, в Якутии всего лишь несколько электромобилей зафиксировано. Так, ну здесь вот длинные вопросы пишут, а они не выскакивают. Как должна быть организована региональная система интеллектуальной собственности? Ну, здесь отдельных систем региональных быть не может. Мы действуем в едином правовом поле, даже не федеральном просто, да, а международном поле по интеллектуальной собственности. Здесь есть четко прописанные правила, по которым надо работать и интеллектуальную собственность свою регистрировать в случае необходимости. Так, спрашивают, вот по Якутску жалуются на Ростелеком. Ну, коллеги, хочу сказать, что все вот жалобы, которые сейчас ко мне поступают, они в обязательном порядке фиксируются, ну и потом соответствующим образом они уже
уходят уже непосредственно исполнителями, и, конечно, по ним, по всем решения будут приниматься. Так. Спрашивают по главам поселения, они просят не сокращать бюджеты поселений. Ну, я слышал этот вопрос. На самом деле, конечно же, там пара глав поселений, которые не очень хорошо понимают, на самом деле, методику распределения средств, задавали и выступали несколько некорректно, и тут чуть ли там из этого сделали большую проблему. На самом деле, в этом методика этого года, которая сделана Минфином и была принята правительством, она, конечно же, гораздо больше учитывает именно интересы и районов, и поселений. И она именно для того, чтобы и сделана, чтобы как раз выровнять вот это распределение. Это раз. Во-вторых, всегда традиционно, когда вот бюджет в первоначальном своем распределении идет, некоторая нехватка средств всегда есть. Затем в дальнейшем, при дальнейшей корректировке бюджета, деньги добавляются, и по концу года всегда, в принципе, то, что вот должно быть по этой методике доведено до районов и до поселения, оно доводится. Поэтому здесь, как говорится, слышали звон, да не знаем, где он. Так, людям просто немножко надо работой заниматься, а не пытаться пиариться. Так. Спрашивают про детсад в Нижнем Бестяхе. Ну, там готовность очень большая. Единственный вопрос, что там вот компания «Авангард», которая его строила, она находится сейчас в тяжелом финансовом положении. Вопросы должны быть отрегулированы. Мы надеемся, что в первом полугодии вопрос по вводу детского сада там будет решен. Так. Ну, люди начинают писать: завтра у вас день рождения, правда ли это и какие подарки ждете? Так, да, у меня 22 января день рождения. Так, подарков я особо здесь и не, и не надо. Так, я всегда говорю, что вот последние годы я в день рождения обычно всегда какие-то средства перечисляю на благотворительность, и сейчас принял решение деньги отправить в фонд Харасхал для оказания помощи нуждающимся детям. Вас также, пользуясь случаем, коллеги, вот если хотите мне сделать приятно, помогите фонду Харасхал, благотворительному фонду, который как раз помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, спрашивают по проспекту Ленина, 27. Там хотели вроде возвести главный офис Алмаз-Эргенбанка. Как обстоят дела сейчас? Там никогда не планировался главный офис Алмаз-Эргенбанка. Там были проекты, связанные со строительством или жилья, или со строительством какого-то объекта коммерческой недвижимости. Но сейчас, насколько я знаю, у банка там есть ряд таких инвестиционных проектов в части коммерческой недвижимости, которые они в установленном порядке с городом должны согласовать. Пока там такой еще далекий вопрос. Но еще раз говорю, там никогда большой объект типа вот главного офиса банка не планировался. Так, может ли работодатель заставить работника вакцинироваться от ковида, если он не хочет? Нет, не может. Заставить он не может. Другой вопрос, что, еще раз говорю, по некоторым специальностям, таким как медики, могут просто не допустить к работе в случае принятия таких решений. Так, но вот еще раз говорю, чтобы заставить силой вакцинироваться, нет, такого нет, не будет. Спрашивают, после строительства моста проезд будет ли платным? Я неоднократно на эту тему говорил. Легковой транспорт, частный транспорт, люди будут ездить бесплатно. Платным он будет для грузового транспорта.
Так, спрашивают про отчетность для субсидий по 35 тысяч для лично подсобных хозяйств. Коллеги, ну вот сегодня мне уже несколько человек на эту тему писало. Я, когда выдвигал эту идею, и благодаря поддержке наших селян эта идея была поддержана, превратилась в закон республики. Вы знаете, мы там никаких серьезных таких отчетностей не предполагали. Главная задача, чтобы человек сохранил поголовье. В этом случае он деньги должен получать. Все остальное от лукавого. Тут есть у меня, к сожалению, много интерпретаторов. Так, там и в органах госвласти попадаются, муниципальные власти попадаются. Такие интерпретаторы. Коллеги, прошу с этим не шутить. Вот еще раз говорю, людей, которые должны за дойную стадо деньги получать, за коров, так, по 35 тысяч, не надо их нагружать дополнительной всякой никому не нужной отчетностью. Вот просто не надо, не советую. Так, ну тут, так, автодорожный округ почему-то не контролирует управляющие компании. Вот есть запись разговоров, люди пишут, ну, если есть запись разговоров, я прошу предоставить, можете мне напрямую отправить, можете Министерство ЖКХ отправить, Жилстройнадзор, если есть нарушения со стороны управляющей компании, на них, конечно, прореагируем. Ну и руководство города, конечно, тоже не будет стоять в стороне от этого, уверен. Так. Да, вот говорят, главное сохранить поголовье по 35 тысячам. Да, главное сохранить поголовье. Это главная отчетность ваша будет. Участки многодетных когда решите? Ну, а участки многодетным выделяют муниципалитеты. Это, во-первых. Так, во-вторых, надо написать, в каком это муниципальном образовании есть вопрос. Ну, насколько я знаю, сейчас это в первую очередь по городу Якутска есть проблема. Так, но уверен, что мы эту проблему вместе с городом поможем городу ее решить. Так, вот спрашиваю, будет ли газ в Амгинском улусе. Я как раз сказал, что вот наши заречные районы, на мой взгляд, могли бы, которые имеют сейчас круглогодичную транспортную схему уже неплохую, могли бы как раз газифицироваться через сжиженный природный газ. Ряд проектов таких уже сегодня отрабатывается. Уверен, что мы уже в ближайшие годы увидим движение в этом направлении. Так, вот. Коллеги, вы слишком длинные вопросы пишете, так, а потом оно здесь у меня не открывается. Вот пишут про что-то, написали про проекты, которые связаны со Сбером, ВТБ и так далее. А что за проект у вас, к сожалению, не хватило? Так, раньше при подтверждении ковид присылали смс, сейчас смс не присылают, только звонят. Ну, просто нагрузка резко упала, и появилась возможность уже и звонить. Так, был период в октябре, особенности, когда реально там была огромная нагрузка, и вот как раз через автоматизацию, через смс отправляли. Сейчас количество заболевших у нас маленькое, нагрузка на лабораторную систему почти в 3,5-4 раза ниже, чем была максимум. И, соответственно, появилась возможность людям звонить. Так. Но если хотите, я могу дать поручение, чтобы смс как раньше отправляли. Так, много вопросов про дорогой интернет в районах. Здесь надо понимать, коллеги, что Ростелеком это у нас не социальное учреждение, оно работает в условиях рынка, должно зарабатывать, и вот те деньги, которые оно вкладывает в реализацию своих проектов по проведению оптоволокна, они должны отбивать. Вместе с тем, конечно же, вспомните, сколько стоил интернет несколько лет назад и сколько он стоит сейчас. Колоссальное падение, так, цен. Вот. Поэтому надеюсь, что и в дальнейшем по мере развития рынка цены будут снижаться. Так. Спрашивают про гранильные заводы, почему они закрылись. Потому что сейчас, к сожалению, ограночный рынок у нас крайне незначительный, и он у нас убыточный. Вместе с тем говорит, что огранки исчезла нельзя. Достаточно много компаний работает, но вот крупных компаний, к сожалению, уже сейчас нет.
вот, которые гранят там на, как раньше, там на десятки миллионов долларов. Но мы надеемся, что в дальнейшем при улучшении рынка такие компании и у нас появятся. Так, спрашивают про собак и лошадей, которые копаются в мусорных баках. Но опять же, это вопросы как раз органам местной власти. Это их задача, они должны это решать. Надеемся, что все-таки примут решение, и таких у нас вообще не будет. Так, спрашивают, за в следующем году мэрия сможет ли сделать 47 километров дорог. Да, это очень серьезный вызов. Я абсолютно осознанно поставил перед городом задачу непростую, потому что, ну, одно дело, когда мы там строили 25 километров дорог, так, но надо все-таки перед городом Якутском, перед столицей ставить большие амбициозные задачи. У нас, к сожалению, вот есть такое, что мы не хотим такие задачи ставить, а это неправильно. И вот поэтому я перед властями города поставил задачу 47 километров сделать. При нашей поддержке уверен, что получится. Мы начинали это с Арданой Владимировной обсуждать, сейчас с Евгением Николаевичем обсуждаем. Подходы выработаны, подходы правильные, на мой взгляд. Так, и еще раз говорю, при поддержке Министерства транспорта республики, в целом правительства республики, вопрос будет, на мой взгляд, решен. Ну и, конечно, это в первую очередь повысит качество жизни жителей столицы, гостей столицы, особенно вот тех из них, кто живет на окраинах. Потому что в первую очередь, опять же, в своем послании я говорил именно о том, чтобы дороги делались в первую очередь у нас на окраинах, в пригородах. Так, много вопросов по детям с ограниченными возможностями, по детским садикам. Так, я посмотрю, что там, в чем проблема. Так, ну, и если есть возможность, чтобы они уже начали на полную мощность работать. Так. Спрашивают про мосты. Вот был вопрос про мост через Алдан. Сейчас вот появились вопрос по мосту через Вилюй. И тот, и другой мосты будут строиться. В принципе, решение по ним у Росавтодора уже принято глобальное. Так, поэтому вообще ближайшее десятилетие, если все пойдет по нашим планам, то республика у нас получит 3 крупнейших моста через Лену, через Вилюй и через Алдан. И вот как раз от Мирного до Магадана можно будет доехать на машине, без не выходя, не именно по дороге, так, не пересаживаясь на другие виды транспорта, как парома. Так, можно ли выходить на работу 65+ после получения прививки? Я считаю, что можно. Так, я попросил оперативный штаб посмотреть, если есть какие-то необходимые решения на моем уровне, то они будут приняты. Мы считаем, что люди, которые привились, у которых появились антитела, они вполне могут работать. И это касается также тех, у кого есть и хронические заболевания. В случае наличия антител после вакцинирования можно было бы их тоже разрешать работать, если есть на то желание у самого человека. Так, будут ли городские программы расселения? Ну, это уже вопрос к руководству города. В принципе, раньше такие программы собственные были, но сейчас программы большие, амбициозные. У города, на мой взгляд, тоже должны быть, в том числе вот по расселению ряда районов вот, деревянной застройки двухэтажной. Здесь, конечно, надо идти. Так... Спрашивают, почему в Нерюнгри не берут анализы на аллергены детям. Ну, может быть, ингредиентов каких-то не хватает, так, для тестов. Но я попрошу Минздрав посмотреть, и если есть возможность, помочь, чтобы в Нерюнгри такие анализы, если возможность вообще есть, они делались. Так. Есть ли возможность прививаться людям 65 и старше? Да, эта возможность есть. А сейчас вот как раз в рамках уже записи на прививку и так далее, люди старше 65 плюс тоже смогут получать прививки.
Так, достаточно много вот сегодня на прямом эфире вопросов по переселению из аварийного жилья. Мы обязательно их всех зафиксируем и по всем ним посмотрим, так? Потому что, конечно же, понятно, что в условиях особенности крайне низких температур в аварийных домах проживать практически невозможно. И здесь надо все делать, чтобы людей из такого жилья максимально быстро переселять. Коллеги, ну, время у меня вышло. Вот я вижу, что уже в некоторых сетях меня автоматически отключили. Вот. Еще раз спасибо за то, что сегодня были со мной, за ваши вопросы. Обязательно на них, на всех будут даны ответы. Обращайтесь. Всего хорошего.